Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, а вернее на его душу. Давайте посмотрим, о чем его душа хочет с вами поговорить, что хочет у вас попросить. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какой тут мужчина вышел. Слушайте, дверь просит открыть. Смотрите, видите эту дверь? Она для него закрыта. Он просит открыть дверь. Знаете, как говорит, открой мне дверь. Пожалуйста, открой мне дверь. Еще шанс какой-то просит. Себя вот такой пчелой показывает большой. Вас, которая от него отвернулась. Мои хорошие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не упускайте. Эта отсыпка подойдет для тех, кто сейчас не в очень хорошем состоянии, не в самых лучших, в пиковых значениях ваших отношений. Тут то ли у вас отношения в тупик зашли, то ли вы поссорились недавно, то ли вообще как-то друг на друга обиделись, и каждый живет своей жизнью. Мужчина внешне делает вид, что ему абсолютно все равно, что ему нет никакого до этого дела. А возможно, он даже занимается тем, что создает провокации. То есть он вас провоцирует. Провоцирует на ревность, на злость, на раздражение. Это такое впечатление, что он играет в какую-то глупую игру, правил которой вы не знаете, да и не хотите знать. А вот правда показывает, что вы от него отвернулись. Вы от него отвернулись. Душа просит вас дать ему еще один шанс, открыть еще раз дверь в свою жизнь, дверь к своему сердцу. Прям настойчиво просит. Душа не оправдывает мужчину, говорит, что вот он такой, он так привык, он не умеет по-другому. И его сегодняшнее поведение — это защитная реакция на те чувства, которые он стал к вам испытывать. Знаете, как будто бы он поймал себя на мысли, что без вас, видите, как это маленькое дерево, он чахнет, то есть сторона, где вас нет, чахнет, листики вянут. Но когда с вами, наоборот, цветение начинается, в тот же момент и листики новые вылазят, и цветение идет. Слишком сильно привязан, слишком сильно от вас зависим, а ему это не нравится, он так не привык. Он этого боится, боится быть зависимым от женщины. Он вообще привык к чему-то другому. Он привык к тому, что женщины зависимы от него. И женщинами он играет, знаете, как будто бы этими игрушками, Не привык он заботиться о женщинах, он привык, чтобы женщины о нем заботились. Не привык добиваться, потому что всегда женщины его добивались. Может быть, он маленьким балованным мальчиком был, может быть, мама, бабушка его разбаловали. Может быть, действительно такой контингент женщин был, которые за ним бегали, в прямом смысле слова бегали. А тут все наоборот. Тут надо за вами бегать, и мало того, что надо, так еще и хочется. Вот вы единственная женщина, за которой бы он хотел прям закрыть глаза и побежать. И неважно куда, лишь бы за вами. И его это пугает. Если сказать по-простому, скорее всего, влюбляется, либо влюбился, и эти чувства, они на «вы», и они его очень сильно страшат. Он противный. Душа говорит о том, что он противоречивый, он противный. И характер какой-то у него неспокойный, буйный, эгоистичный, возможно. Там все намешано, все намешано. Душа обещает по этой пчеле, что будет работать над тем, чтобы он исправился, над тем, чтобы он принял эту любовь, принял, оценил и возрадовался этой любви. Не закрывался от любви, а наоборот ей возрадовался. Просит вас не отворачиваться, опять же, открыть дверь, дать еще один шанс. Еще показывают почему-то
что-то старое, нехорошее, что между вами произошло. Какой-то его поступок, наверное. Поступок, поведение, отношения. То, что больно засело у вас в сердце, у вас в душе. То, что вас действительно расстроило и обидело. Душа просит забыть, либо дать шанс искупить. Давайте так, чтобы вы тут сильно не расстраивались. То есть мужчина это сделал специально. Вот он специально с вами плохо поступил. Это была защитная реакция на те острые чувства, которые возникли у него в сердце, в душе. То есть на любовь. То есть он так подумал, что вот сейчас я ей сделаю больно, она от меня откажется, и вот эта любовь, она закончится. Но произошла обратная реакция. Его еще и совесть начала мучить, ему еще больше к вам захотелось. Стыдно, он устыдился за этот поступок, он очень сильно устыдился. И сейчас, не поверите, он думает о шансе, о возможности искупить свою вину перед вами. Но пока это, видите, только лишь в мыслях находится. Действия пока не вижу в мыслях. Знаете, как борьба идет. У него борьба любви с его каким-то нездоровым рассудком, либо с каким-то неправильным, не знаю, поведением, воспитанием, буйным характером. Он сам в себе борется. А вы от этой борьбы уже, как потерпели, да, натерпелись, и вам это к чему? Понятно, что вы от него начинаете отворачиваться. Вы от него устаете. Смотрите, вы устаете от его незрелого поведения и отношения. Вы думаете, что он с вами, опять же, играет, да? А на самом деле он все больше и больше в вас влюбляется. Пытается отгородиться от этой любви, и из-за этого вот такое поведение, вот такое отношение. Если этот мужчина недавно вас спровоцировал на ревность, вот неважно как, да, может там с другой женщиной переписывался, либо где-то вы с другой женщиной увидели, это была всего лишь провокация, там ничего нет у него с этой женщиной. Эта женщина ему пустая, вообще пустая. Знаете, как актриса, да, нанятая актриса она была. Причиняя вам боль, он мучается и сам. Вот какой-то он то ли мазохист, то ли дурачок, простите за слово. Он еще не понял, он еще этого не понял. Он бесится от того, что ему больно. Больно. Решиться на что-то не может. Поступок, какой-то поступок, и он не может на него решиться. Ну, допустим, признаться вам в любви, сделать вам предложение, попросить у вас прощения. Да, тут разные ситуации, разные поступки. Но он решиться на это не может. Он об этом думает, но решиться не может. Смотрите, сначала он категорически отметал эту мысль, этот поступок. Потом все чаще и чаще он начал об этом думать. Теперь он уже какие-то технические моменты продумывает. Но, тем не менее, пока дата не назначена его поступка. Душа у него хорошая, душа у него светлая, душа все понимает. Кстати, эта душа еще говорит о том, что вы должны о чем-то вспомнить. Здесь даже обращение его души к вашей душе. Возможно, вы в прошлых жизнях уже были вместе, да, либо вы родственные души. Знаете, еще такой посыл, что он без вас как-то пропадет, либо у него жизнь под откос пойдет. Не знаю, с чем это связано. Может быть, не у всех отыграется, но вот просматривается такая информация, что если вы от него отворачиваетесь, его лодка начинает тонуть. Ну, лодка — это жизнь, да? Жизнь идет вниз, в регресс спускается. Как-то он от вас очень сильно зависим. Сейчас я еще хочу на оракулах посмотреть, потому что какая-то тяжелая отсыпка, если честно, пошла. Правда тяжелая. Ну, явно с мужчиной что-то не так. У него тут такой раздрай, такие шатания, болтания, и он в себя прийти не может. Если мужчина в последнее время прям совсем в разнос ушел, либо пить начал, девчонки, это метаморфоза любви. Вот в прямом смысле слова. Боится он любить, может быть, никогда по-настоящему не любил, и теперь вот пытается как-то, не знаю, облегчить свое состояние. Ну, дурачок, ему невдомек, что нужно прийти к вам, упасть на колени, обнять вас, поцеловать, стать с вами счастливым, тогда все поменяется. Да, играет, он играет. Девчонки, ну прям тянется к вам, возможно, даже из-под тишка за вами следит, наблюдает. Не подходит, наблюдает, да, потому что понимает, что у вас общие корни, понимает, что вы созданы друг для друга. Он ощущает, что вы его шанс, но при этом он
страшится этого шанса и играет в какую-то вот хитрую игру. Господи. Боится то ли свободу потерять, то ли что он боится потерять. Странный мужчина, не пойму. Есть у меня, конечно, подозрение, сейчас я проверю. Какой-то вот странный фон идет. Странный фон. Так, сейчас еще минуточку, пожалуйста. Знаете, что мне кажется, что мужчину вашего закрыли, причем закрыли магическим путем. Я не люблю на общих отсыпках такие моменты, но вот прям то ли его кто-то привораживал, то ли кто-то присушивал. Что-то в таком духе роде происходит. То есть голова, у него мозг как перекрыт, закрыт. Как, знаете, асфиксия идет. Как кислорода мозгу не хватает. Как с ума сходит, галлюцинации у него какие-то. А ведь душа-то просит любви. Душа-то говорит, что я люблю. Сердце говорит, что я люблю. Да, он закрыт, понимаете, башня выходит. Кто закрыл? Кто закрыл? Тот, кто давно рядом был. Тот, кто давно был. Тот, с кем очень плохо все закончилось большими проблемами. Информация скрыта, закрыта. Ну хорошо, ну хоть чуть-чуть. Нет, облака. Явно он у вас какой-то очарованный, зачарованный. Его закрыли, на него приворот делали. Причаровывали, приворот делали. Может быть, что-то не так, не то сделали. И из-за этого у него так все сбилось в жизни. И та другая женщина не смогла его приворожить. И он вот таким вот стал потребителем, холодным, агрессивным и эгоцентричным. Нет, он создан для семьи, для брака. Он создан для этого. И он хочет этого. Сердце, душа, по крайней мере, точно хочет, ищет шансы на семью, на брак. Но вот этот приворот, который был на нем, есть на нем, он все ему портит, мозг перекрывает. Все, поняла. Все, я поняла. Одни и те же карты. Ну, вы видите, да? Одни и те же карты. Он создан для семьи. И вообще он вам дан для семьи. Но из-за этого приворота. Хорошо. Давайте про приворот этот узнаем. Наш язык заплетается. Что-то разволновалась. Вот всегда говорю, в магии нет ничего хорошего. Никого магия еще счастливым не сделала. Люди-то надеются, им там обещают, там деньги с них большие берут, гарантии им там, что все там навеки твой, туда и сюда. Что мы видим? И не получилось той, и ни с кем уже у него не получается. И вообще он как будто бы с ума сходит. Да, с ума сходит. В прямом смысле этого слова. У него не только в любви все плохо, у него еще с деньгами вечно какие-то проблемы. Вроде заработает, и тут же все и нету, да, потеряет. Делали, на него делали, девочки, делали. И хочется, и колется. Вот почему такая вот неприятность. Либо ведет он себя так по-гадски. Ладно, а что будет дальше? Стоит ли вам что-то сделать? Может, стоит с него снять всю эту гадость? Ну, не зря же вы встретились, тем более он вам для семьи дан. Может быть, и это и есть ваша цель и миссия. Снять с него, да, освободить, снять. Вы, девушки, какие-то особенные у меня здесь. Ну, правда, вы должны этого мужчину спасти и дать ему второй шанс в жизни. Второй шанс. Привязан к старому, должен летать, освободить, дать ему второй шанс жизни. Хорошо, вам что с этого? Вам что с этого? Но он станет тем, кто будет вас любить. Любить и счастливой делать. Да, все, поняла. Он больной. Сейчас он болен. Да, душа просит, говорит, я буду работать над ним. Он болен. Он болен из-за того приворота, который на него ранее был сделан. Давно еще, до вас. Был сделан приворот. Очень неудачный приворот, который мужчину отвернул вообще от любви, от брака.
Смотрите, приворот был сделан на то, чтобы он влюбился, женился, а все получилось наоборот. Ну, магия — это же все от лукавого, понимаете? Наоборот. Он от той женщины отвернулся и вообще, может, ее там обидел, погубил, не знаю, что-то плохое ей сделал. И теперь по жизни, да, не может счастливым стать. А на любовь вот такая вот реакция негативная идет. То есть он любит, при этом он обижает ту, кого он любит, либо ведет себя вот так непотребно. Девчонки, ну что, снимайте с него приворот, отмаливайте его. Ну вот что удобно, то и делайте. Почистите, отмолите, либо почистите и снимите с него этот приворот. Он станет нормальным мужчиной, таким, каким его задумал Создатель. А он, кстати, неплохой мужчина. Опять же, вот эта большая пчела, ну вы ее видите, вот она, видите, большая пчела, большой глаз, крылышки. Говорит о том, что человек очень хороший, человек с прекрасными перспективами, человек, который многого может добиться. Не ленивый, не балбес, как есть цель, да, умеет себя взять в руки, умеет добиваться, умеет работать, ответственный. Но из-за этого приворота, ведет себя вот таким непотребным образом. Он стремится к хорошему, хорошее не получается, потому что на нем приворот есть. Приворот, который полностью поглотил весь его мозг. Сердце не затронул, а вот мозг поглотил. Мозг как превратился, знаете, в туманную такую зону. Темный густой туман в голове лежит. Конечно, сложно так жить, сложно думать, сложно карьеру строить, сложно отношения выстраивать. У него вся проблема в голове. Ну вот говорят, слышали такое выражение, да, проблема в голове. Вот и у него так. Вот и у него так. Жалко, конечно, жалко. А вы, я так понимаю, девушка непростая. Ну, во-первых, у вас интуиция выдающаяся. Во-вторых, у многих из вас так отыграется, что вы обладаете даром, вы есть носитель дара. Ну и в-третьих, если не вы, то никто. Ну, как-то так, да, не случайно вы встретились. Да, из миллиона мужчин именно этого выбрали. И из миллиона женщин он именно к вам подошел. Понимаете? Возможно, это ваша миссия, да, спасти его, спасти от этого приворота. Все, что он негативное делает для вас, это все не он, это все тот приворот, который на него сделали. Это, знаете, как испортили. Мужика просто тупо испортили. Кто верит, что привороты работают и делают людьми счастливыми? Вы очень сильно ошибаетесь. Привороты, любовная магия из людей делает дураков в лучшем случае, в худшем случае это уже животные, это уже да, не люди. Это не люди, это даже не животные, это как сущности, призраки. Да? Призраки, которые, ну ничего в них нет. Живого, доброго и теплого. Сами несчастные и всех несчастными делают. И если мужчина еще и пить начал, либо чем-то другим заниматься негативным, это стопроцентный знак того, что на нем приворот. Я вот понять не могу, да, вроде он хороший, вроде как и душа у него такая хорошая, чистая, светлая. Кстати, душа не молодая, так же, как и у вас, душа не молодая. Но при этом в голове вот такой раздрай происходит. А и приворот, это точно приворот. Вот и просят, да, открой дверь, дай шанс, освободи, освободи, освободи от приворота, негатив сними. Значит, можете. Либо только вы и можете это сделать. Кто действительно будет этим заниматься, во-первых, верьте в себя, во-вторых, ваша интуиция подскажет, что делать. Вам не нужны какие-то заклинания, вам не нужны какие-то ритуалы, обряды. Все, что вам нужно, ваша интуиция вам подскажет. Главное — это любовь, которая есть, и главное — ваша сила, которой вы обладаете. Мужчину этого вы можете спасти. Либо, еще раз повторюсь, только вы можете его спасти. Вот. Конечно, решать вам, выбирать вам, но такое хорошее, доброе дело, да, спасение мужчины незамеченным не останется. Вот. Спасете для себя будущего мужа, спасете для себя свое будущее счастье. Подумайте об этом. Никто не заставляет прямо сейчас что-то делать, тем более у нас сейчас и месяц растет. На убывающую луну, да, у вас есть время подготовиться, у вас есть время настроиться. Главное, на него не обижайтесь, потому что здесь он действительно как болен. Да, из-за этого приворота он как болен идет. Сердце любит, душа любит. Я бы даже сказала, сердце вам уже отдано, причем отдано навсегда. Но приворот мозг блокирует, и мужчина так себя ведет и так поступает. Как и хочу, и не могу. Знаете, как пол лица улыбается, а пол лица гримасу строит.
Одна рука к вам тянется, гладит, а другой рукой он вас бьет. Ну, понимаете, да? Полный раздрай. Есть возможность. И опять же показывают дверь. Значит, есть для вас новое будущее, есть новый шанс для вас двоих. Не списывайте этого мужчину, не обижайтесь на него, лучше ему помогите. Вы можете. Вы. И только вы можете это сделать. Мои хорошие, такая сложная отсыпка. Ну, раз идет, ну что сделаешь? Надо говорить. Не могу я от вас этого скрывать. Вы должны все знать, как оно есть. Берегите себя, берегите свою любовь и знайте, что вы очень сильны. Верьте в себя, все будет хорошо. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.